Не прошло и 2 дней после выборов Башкана автономии, а некоторые общественные деятели Гагаузии уже обеспокоены тем, как жить дальше. Они собрались в районном доме культуры 24 марта, чтобы обсудить предварительные итоги выборов Башкана Гагаузии, состоявшихся 22 марта, и сделать свое обращение. Есть большая обеспокоенность. Что мы будем делать дальше? Ведь не секрет, что в нашем обществе полнейший раздрай. Людей делят на своих, на чужих. Кризис власти, междоусобицы во властных структурах. Это мы все видели. Возникает вопрос, как сделать желаемое возможным. Обещаний в ходе предвыборной кампании было много. Сегодня гагаузские общественные деятели задаются вопросом, как это сделать возможным. Выступая с трибуны под знаменами молдавско-гагаузского и российского флагов, практически все говорили о сближении Гагаузии с Россией, о влиянии некоторых партий на Гагаузию. Также с трибуны были озвучены некоторые советы будущему Башкану от общественности. Партия социалистов хочет иметь свое влияние здесь. И честь и хвала. Почему не хочет иметь здесь влияние партия либералов-демократов, партия демократов? Почему они не хотят иметь через наиболее сильного кандидата? Они хотят иметь свое влияние через более слабого своего претендента. Опять карты ему в руки. Я считаю, что в первую очередь Ирина Федоровна позиционировала себя как пророссийский кандидат. Я считаю, что российский бизнес, российские должны приезжать в Гагаузию, в частности в Молдову, и создавать рабочие места. Это одно. И второе, самый важный вопрос – обсуждение вопроса газификации обсуждение вопроса газа, цены газа для гагаузских жителей. Молодые дворовые ребята, которые тоже нам было не чуждо, и мы не хотим уезжать отсюда, с этой Гагаузии, с нашего маленького края. Мы начали посвящать Гагаузии больше внимания. Российский вектор стал главным аргументом для гагаузского избирателя, проголосовавшего за Ирину Влах, которая набрала на выборах 22 марта по предварительным данным большинство голосов. Мы надеемся, что действительно будем дружить с Россией и с другими странами, и поднимется наш уровень развития в Гагаузии. Председатель общественной организации «Народное движение Гагаузии» Георгий Арабаджи рассказал о цели сегодняшнего мероприятия и о принятом обращении к общественности Гагаузии. Даже по предварительным данным, то, что ЦИК дает 51%, хотя это не окончательно, потому что есть еще процедура, но уже обратились с таким обращением, чтобы сделать все, чтобы объединить все силы в Гагаузии, таким образом сплотить народ. Свой выбор избиратели Гагаузии сделали. Они доверили решать проблемы автономии женщине. Теперь остается ждать подтверждения апелляционного суда. Если суд подтвердит итоги выборов 22 марта, значит править Гагаузией следующие 4 года будет женщина.